25 ноября по 10 декабря проходит ежегодная международная кампания «16 дней против насилия в отношении женщин и девочек». В Абхазии кампанию проводит Ассоциация женщин Абхазии. Какие мероприятия и акции она в себя включает, какие цели ставят перед собой ее организаторы, узнаем у наших гостей в студии: психолога Ассоциации женщин Абхазии Анны Торгашовой и юриста Ассоциации Саиды Шамба. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. С какими случаями к вам чаще всего обращаются женщины и почему зачастую женщинам трудно просить помощь, приходить, допустим, обращаться в вашу организацию? То, может быть, Анна, вы расскажете. Основные проблемы, с которыми обращаются женщины в Ассоциацию женщин Абхазии, а в частности в кризисный центр, правильнее было, наверное, так сказать, потому что кризисный центр функционирует при Ассоциации женщин Абхазии. Это проблемы насилия в разных своих проявлениях, в частности, домашнего насилия, которое может случиться, собственно говоря, со всеми членами семьи, но акцент ставится в приоритете на женщин и девочек, потому что они наиболее уязвимые категории населения. Проблемы не только физического насилия, потому что зачастую, когда мы слышим слово «насилие», то сопряжено сразу с какими-то физическими действиями, побоями, травмами. На самом деле спектр насилия широк. Сюда входит и психологическое насилие, это угрозы жизни, угрозы насилия вообще в разных своих проявлениях, эмоциональное насилие, это экономическое насилие, когда контроль финансового, скажем так, положения женщины полностью переходит во власть агрессора. Это сексуальное насилие. К сожалению, такие факторы тоже имели место быть и неоднократно. Вот по обращениям, связанным с сексуальным воздействием, насилием над несовершеннолетними девочками. Но это основные такие формы, с которыми обращаются женщины в кризисный центр. Вообще, насколько часто происходят вот такие обращения? То есть сейчас об этом кризисном центре, я думаю, уже информирован, потому что ассоциация уже больше 20 лет работает, и ведет свою деятельность. Уже известна эта организация. То есть кто-то им подсказывает, или как-то вы сами на них выходите? Как это получается обычно? Где эта связка срабатывает? Вы знаете, сначала организация работала, наверное, на базе такого сарафанного радио, а потом уже это приобрело более масштабные черты, то есть это реклама информационного характера, это передача информации из рук в руки, это вот эти акции, которые проводятся на протяжении нескольких лет. То есть все это приобретает публичность, массовость, и, соответственно, распространение информированности среди населения, что такая организация существует и какие формы услуг она может оказать населению, определенным категориям населения. Но хочу подчеркнуть, что, естественно, мы не отказываем никому с обращениями. То есть, несмотря на то, что работа кризисного центра направлена на насилие непосредственно, разных форм, то, в принципе, мы не имеем права и не отказываем никому с обращениями в различных психологических или юридических проблемах. Кстати говоря, о юридических проблемах. Саида, с какими правовыми проблемами чаще всего к вам обращаются? Касается это, возможно, алиментов, раздела имущества. Какие вопросы и можете ли вы их помочь решить? Да, спасибо за вопрос. Я немножко просто добавлю к тому, что Аня сказала, коллега. По поводу того, с какими обращаются проблемами, зачастую все виды насилия, которые применяются, были перечислены, но, как правило, они, где есть физическое насилие, там есть и эмоциональное, и психологическое насилие. То есть тут уже несколько видов, и работа психолога, она достаточно широко в данном контексте воспринимается и принимается самим лицом, которое обратилось в организацию. Кстати, не всегда это женщина, это и мужчины обращаются. Но, к сожалению, в этом году наблюдается такая тенденция, что очень тяжкие составы, которые, к сожалению, не доведены до соответствующего логического завершения, то есть они никакого процессуального статуса на сегодняшний день не имеют. По этим ситуациям не возбуждены дела, но основной причиной является то, что просто об этом мало кто знает. И, к сожалению, в этом году очень много именно малолетних, несовершеннолетних детей, которые пострадали от разного рода насилия, в частности, это и домогательства со стороны близких родственников,
в семье. Обращаются, конечно, как правило, это все, что вы перечислили, это и бракоразводные дела, и алиментные обязательства, и еще очень часто, к сожалению, это ситуация, когда мать не может вернуть своих детей на протяжении 2-3 лет из-за систематических угроз, попыток применить любые виды насилия, угрозы убийством. И эта проблема, она остается очень острой. И в данном случае даже мы, естественно, Ассоциация женщин Абхазии сама по себе, как организация, не может оказывать всестороннюю помощь в данных вопросах. Это всегда происходит во взаимодействии с участковыми службами, с органами внутренних дел, прокуратуры, это социальные службы по всем районам Абхазии. Мы активно взаимодействуем. В этом году еще предусмотрена такая форма взаимодействия, как когда они уже выявляют признаки в семье, они нам передают информацию, естественно, они предварительно обсуждают это с членами семьи, готовы ли они получить такую психологическую и юридическую помощь. Если готовы, у нас действует такая форма, в кризисном центре действует еще такая форма оказания юридической и психологической помощи, то есть выезд мобильной группы, которая состоит из юриста, психолога, и мы уже по месту жительства оказываем на месте консультации, проводим необходимые работы. Да, обращаются очень много бракоразводных процессов, но опять-таки это не бракоразводные процессы, не те, которые связаны с тем, что просто семья перестала вести общее совместное хозяйство и носит чисто формальный характер. Нет, это как раз-таки связано с тем, что это как последствие насилия, и это такое реагирование, то есть со стороны, не люблю этого слова, но со стороны жертвы, которая пострадала от насилия в семье. И, как правило, они видят это решением проблемы, то есть развестись, а потом уже вторым этапом забрать своих детей. То есть такого рода дела, к сожалению, часто бывает и такое, что обращаются с побоями. Приходят и наглядно видно, что применялось насилие жестокое. В нашем случае мы что делаем? Мы можем посодействовать в снятии побоев в сроки, там тоже существуют определенные сроки. Мы можем оказать содействие в подготовке заявления, мы сопровождаем в органах государственной власти человека, который самостоятельно не может обеспечить себе эти процессы. Но что происходит потом? Когда уже определенные действия процессуальные со стороны сотрудников правоохранительной системы проводятся, и рекомендуется уже обратиться заявителю в суд, и в какой-то момент просто женщина говорит о том, что она не готова к этому. То есть это в результате давления со стороны агрессора, со стороны членов его семьи, бывает и членов ее семьи, и, естественно, она не готова идти до конца, и это все остается безнаказанно. Все эти действия. Да. Саида, насколько, вы сказали, что вы там взаимодействуете с правоохранительными органами, насколько существующее в Абхазии законодательство, вообще наши законы эффективно защищают жертв домашнего насилия? В каких аспектах есть такое правовое поле, где серьезные проблемы? Да, говоря об эффективности, скажу, наверное, сразу, что когда мы говорим об эффективности правовой защиты такого явления, как домашнее насилие, наверное, сразу необходимо, к сожалению, сказать о том, что такого состава преступления, как домашнее насилие, в действующем законодательстве уголовном Республики Абхазия, да и в любом другом, оно не имеет места. То есть в нашем законодательстве нет понятия домашнего насилия. Естественно, в чем специфика такого преступления? В том, что, как правило, это агрессор, это всегда член семьи или приближенный к семье человек. Это может быть супруг, может быть партнер, это могут быть другие родственники. Также спецификой такого явления является то, что насилие носит регулярный характер и системный характер, и жертва
часто находится в опасности. То есть эта опасность не отпадает. Естественно, законодательство не регулирует сегодня никак эти правоотношения. Что происходит в данном случае, в отсутствии такого серьезного пробела, как реагируют себя правоохранительные органы? Ну, если уже жертва решилась все-таки обратиться с подобного рода заявлением, происходит следующее. То есть существуют такие статьи Уголовного кодекса, как побои, причинение легкого вреда здоровью. То есть это такие составы, как это состав преступления против здоровья, жизни и здоровья. А что происходит здесь? А срабатывают эти законы? Ну вот смотрите, да, я сейчас скажу про это. Вот существует такая статья Уголовно-процессуального кодекса, которая относит эти составы преступлений Уголовного кодекса к преступлениям частного обвинения, к делам частного обвинения. То есть что происходит здесь? Производство возбуждается по заявлению стороны. То есть приходит лицо, которое пострадало от насилия, она обращается, проводятся какие-то мероприятия, естественно, агрессора приглашают на беседу. Что происходит? На беседу он возвращается домой, и конфликт нарастает. В результате просто жертва приходит обратно в тот же орган, забирает свое заявление. Вот что такое дело частного обвинения. То есть оно прекращается примирением сторон. То есть дело не передается в суд, и дальнейшие какие-то процессуальные мероприятия, и следственные потом, в случае, если дело возбуждается, следственные действия не проводятся. То есть проводится такая проверка процессуальная по заявлению, и по результатам выносится решение. А бывали ли случаи, когда жертва, да, так называемая, пошла до конца, скажем так, и уже в суде вы отстаивали ее интересы? Угу. Да, вообще хочу отметить, я часто упоминаю этот термин, но я его категорически сама не воспринимаю, потому что я предпочитаю говорить лицо, пострадавшее от насилия. Есть такой пример. Кстати, хочу отметить, в суде мы не представляем. То есть как представитель, как защитник мы в суде не участвуем. Ну, вы как-то подготавливаете человека? Мы готовим все необходимые процессуальные документы, мы можем и на стадии подачи заявления, и на стадии исполнительного производства мы можем подготовить все, сопровождать, это контролировать, мониторить, но участвовать в процессе мы не участвуем. То есть либо жертва самостоятельно, но бывают такие случаи, когда очень тяжкие, сложные такие ситуации. Что мы делаем в этих ситуациях? Мы приглашаем защитника, мы обеспечиваем лицу помощь адвоката. Естественно, мы заключаем договор с адвокатом, потом адвокат тоже отчитывается о проделанной работе, и вот мы таким образом обеспечиваем защиту. Но вот вы задали вопрос о том, когда было доведено до конца. Да, вот есть такой случай, буквально в этом году тоже вот Аня длительное время работала с этой историей, когда по делу изначально это были признаки изнасилования, но потом там немного переквалифицировали статью, но преступление было доказано, и лицо было приговорено к наказанию в виде 6,5 лет лишения свободы. То есть есть такие случаи, когда человек готов идти до конца, несовершеннолетний, его законный представитель, да, готовы идти до конца, но таких случаев очень мало. Есть много случаев, где есть такие же события, есть такие же признаки, но об этом знают очень, очень узкий круг, и они никогда не обращались в правоохранительные органы с такой информацией. Вот такая акция, как 16 дней против насилия, что эта акция дает, и что конкретно вот в этом году Ассоциация женщин Абхазии предлагает общественности? Какие акции будут проводиться? В рамках акции что будет проходить? Кто ответит? Анна, давайте вы. Вообще, это уже не первая акция такая у Ассоциации женщин. И вот каждый год мы собираемся для того, чтобы вместе прийти к какому-то такому творческому, креативному мышлению. Для чего? Результату для чего? Для того, чтобы как-то привлечь внимание общественности, прежде всего, и власти на данную проблему. И вот в этом году у нас с коллегами поступила такая вот идея совместная о проведении массовых
мероприятий в плане распространения продукции Ассоциации женщин в виде буклета, в виде конфет, на которых запечатлен логотип Ассоциации женщин Абхазии с контактной информацией, куда можно обратиться, и с наклейками на продукцию, как правильно сказать, на стаканчике, на производственную продукцию кафе и ресторанов, да, для вот такой массовой распространяемости сегодняшней акции, которая как раз-таки сегодня стартовала 25 ноября. Вот. В прошлом году мы тоже проводили акцию, но это было больше направлено на спортивную такую вот полемику. То есть мы проводили забеги, да, Саида, общественные массовые забеги, но тоже информационные ресурсы. Мы, как сказать, привлекали в большом своем количестве. Но вот, знаете, вот отступить немножко хочу, мне кажется, это очень важно. Пока Сая говорила, у меня вот возникла мысль все-таки навести больше конкретику, наверное, потому что зачастую наше население путает понятие конфликта и насилия. И вот недостающая информация по вот этим вопросам наводит смуту. И иногда в обществе не совсем правильно понимают эту проблематику. А ведь это очень важно, потому что конфликт и насилие – это вообще две совершенно разные вещи. И конфликт, как я говорила, с точки зрения, да, психологии, он присущ каждой семье, каждому человеку. Почему? Потому что это нормальное проявление, потому что все мы рождаемся с определенным задатком. Разные все люди, конечно, понятно. разные все люди, да. Естественно, реакция на какую-то, общую конкретную проблему, она у всех различна. Но в данном случае, в процессе конфликта, мы не занимаем позицию властвования. То есть мы на равных решаем этот вопрос, и, как правило, порой конфликты, они приводят даже к какому-то позитивному разрешению. Вот. А что касательно насилия, это, как сказала Сая, действительно носит системный характер, и с точки зрения психологии существуют даже циклы насилия, которые повторяются и по нарастающей там увеличиваются стадии непосредственно этим всплесков, да, конфликтных. То есть мы здесь имеем дело только с одним негативом. То есть насилие – это зло, насилие – это нарушение прав человека. И вот здесь вот просто следует понимать более конкретно, потому что зачастую путают эти понятия. Вот. И что касается вот сегодняшнее мероприятие, вот на кого оно направлено? Вы знаете, на широкую общественность, но, наверное, в приоритете все-таки это молодежь. Почему? Потому что молодежь – это наше будущее, молодежь – это будущие мужья, будущие жены, им строить семьи, и, конечно, от них зависит дальнейшее вот продвижение нашей вот политики в плане ликвидации вообще домашнего насилия и насилия в целом, да, как таковое. Поэтому акцент, в принципе, ставится в приоритете на них, на молодежь. Угу. Саида, скажите, пожалуйста, почему именно 16 дней? Вот в чем символический и практический смысл вот такого формата? И по продолжительности, да, в том числе? Как раз вот правильно вы отметили, здесь вот как раз речь идет о символическом смысле. 25 ноября, вот сегодняшний день, это Международный день борьбы с насилием в отношении женщин и девочек. В некоторых источниках и детей пишут по-разному. И 10 декабря. Вот этот отрезок, для чего этот отрезок существует, да? Чтобы подчеркнуть связь между правами женщин и правами человека. День прав человека 10 декабря отмечается по всему миру. Это как раз-таки подчеркивает то, что права женщин, естественно, это права человека. Да, просто права человека – понятие более широкое. И поэтому с этого периода, с 25 по 16, по 10 декабря, вот эти 16 дней, полмесяца, проводятся мероприятия, которые направлены на повышение осведомленности данной проблематики, привлечение внимания к этой проблеме, потому что каждый год, во-первых, повесткой каждого года являются разные темы, разные проблемы в сфере нарушений прав женщин и девочек. И вот в течение этого периода проводятся мероприятия всеми организациями. Это не только Ассоциация женщин Абхазии, это и другие общественные организации, которые занимаются защитой прав человека. И вот в течение этого периода времени проводятся акции, мероприятия, информационные встречи, как раз-таки, которые тоже направлены, потому что важно в данном вопросе, тем более
в случае, когда в стране отсутствуют специальные нормы, которые регулируют эти правоотношения, это возможность уделить этой проблематике внимание, поговорить об этом с разными специалистами, с врачами, с психологами, с юристами, с депутатами, с социальными работниками, с работниками системы образования. И вот у нас как раз вот Аня говорила о планируемых мероприятиях, вот в том числе еще информационные встречи планируются с психологами, с врачами-психиатрами в течение вот этого периода времени. И 10 декабря эта акция завершается круглым столом, который приурочен ко Дню прав человека, и, естественно, уже в более широком понимании более широко будут обсуждаться эти вопросы. Вот еще интересно, почему именно 25 ноября? 25 ноября в 1960 году в Доминиканской республике были убиты 3 сестры-активистки, которые активно выступали за права женщин. И вот их жестокое убийство, оно настолько массовые протесты, вызвало, да, что именно вот это число, 25 ноября, и стало таким отпускной точкой в этой акции. Еще хочется сказать, почему тоже 16 дней. Длительность этой акции еще заключается в том, чтобы обратить общественность внимание на то, что борьба с насилием – это не ежечасный процесс, то есть это длительный процесс, который требует подкрепления всех, сплоченности всех сил, не только организаций общественных, которые занимаются этим процессом, но и правоохранительных органов, и властных структур, просто активистов, да, то есть всех небезразличных к этой проблеме. Это действительно длительный процесс. Ну да. А, кстати говоря, как воспринимают, скажем так, вот эти смежные структуры, те, которые тоже соприкасаются в какой-то степени вот с такой бедой, да, отдельных лиц? Как ваша деятельность ими воспринимается, насколько идет какое-то понимание, или же все-таки вот опять они, опять надоели, или вот такое отношение? Ну, вы знаете, есть понимание, что насилие в отношении женщин и девочек, и детей – это нарушение прав человека, это нарушение закона, нарушение прав человека. И, конечно, нельзя не отметить, что всегда, когда Ассоциация женщин обращается за содействием в те же правоохранительные органы, всегда мы наблюдаем их обратную связь, активное участие и понимание этой проблемы, и зачастую в том числе на эти информационные встречи, на круглые столы, на сетевые встречи приглашаются представители правоохранительных органов, прокуратуры, милиции, участковые подведомственные службы, социальные работники. Естественно, они тоже также участвуют в обсуждении этих. Они, бывает, и сами сообщают о случаях, когда за помощью, да, там психологической часто в основном помощью, потому что, юридическую все-таки они там в состоянии тоже обеспечить. Кстати, вот вы упомянули, что депутаты также приглашаются часто там на ваши встречи. Каким образом вот их деятельность соприкасается с деятельностью АЖА? Вот, кстати, вы, я знаю, обращались, я имею в виду, организация обращалась с предложениями как-то вот разработать закон о домашнем насилии, там, принять его и так далее. На каком сейчас уровне идут, скажем так, взаимоотношения между нашим парламентом и Ассоциацией женщин Абхазии? Да, это очень важный вопрос, потому что, об этом я в любом случае бы сегодня сказала бы, говоря о законе. На самом деле проект закона о противодействии домашнему насилию был подготовлен еще в 2020 году аппаратом уполномоченного по правам человека в Абхазии. Он был направлен в профилирующие комитеты парламента, но, как на сегодняшний день известно, вот прошло уже 5 лет, и до сих пор даже к обсуждению не перешли, не то чтобы там к принятию. И именно по этой причине проводятся встречи с депутатами, опять-таки профилирующих комитетов, обсуждаются. И на сегодняшний день принято решение подготовить не закон принять, а подготовить отдельные поправки в действующее законодательство. То есть и таким образом как-то повлиять на изменение ситуации в данных правоотношениях. Такой вопрос. Наверное, вот сейчас наш эфир слушают женщины.
Возможно, в тяжелой такой жизненной ситуации, что бы вы им сказали? Ну, наверное, то, что, знаете, у насилия нет статуса, нет нации, нет возраста, нет пола. То есть насилие в разных формах своих проявлений может случиться с каждым. Это, знаете, как вот есть такая теория психологии несокрушимости мира. То есть вот со мной никогда этого не случится. Ну, мы так думаем. А когда это происходит, это, конечно, наносит колоссальный удар психике и колоссальный удар вообще существования, ну, в частности, женщины, если мы уж говорим про гендерные особенности сегодня. Так вот, я хочу сказать, что чтобы женщины, вот, которые слушают сегодня нас, возможно, с ними такая ситуация возникла, возможно, с их близкими, со знакомыми, они поняли одну мысль. Дело в том, что они не одни со своей проблемой, их готовы выслушать, готовы понять, готовы как-то помочь и сопроводить, и разрешить данный вопрос. И самое главное, чтобы женщины поняли, что жизнь у них одна, и она должна прожиться, или, как сказать, она должна состояться здоровой, полноценной. У нас в студии были представители Ассоциации женщин Абхазии, это юрист Ассоциации Саида Шамба и психолог Ассоциации женщин Абхазии Анна Торгашова. Говорили мы о международной акции «16 дней против насилия в отношении женщин и девочек».